Нет, не знаю. Даже по фамилии не знаю. Я не из Минска, я из Гомеля, но к своему депутату я обращалась, но сейчас я сказать не могу фамилию вспомнить. Я благодарна ему за помощь. Нет. Обращался с некоторыми вопросами. Кроме отписок я ничего не получал. Не только от депутата Косюкова, я из Жлобина сам. Ну, также и от, как это называется, госконтроль. Без понятия, если честно, не интересуюсь этим. Конечно, у нас в Орше Пузанский Алексей Николаевич. Понятия не имею. Я его не знаю, не видел, никто не приглашал, никто ничего. И как? Нет, не знаю. Без понятия. Нет, я его никогда не видел и не знаю. И никогда не ходил, не голосовал. Очень плохо, но не знаю. Я нет. Нет, знаю. Начальник мясокомбината был, по-моему, с мясокомбината кто-то. Нет. Нет. Нет, не знаю. Я не знаю своего депутата. На данный момент нет. Местные советы депутатов должны, конечно, обращать внимание, как живут простые люди, очаровательные девушки, маленькие дети, интересоваться бытовыми проблемами, какая дорога, какой детский садик. Ну, наверное, прежде всего должны помогать народу. Проблемами людей. Но если депутат нормальное отношение к людям, конечно, поможет, я так думаю. А если только о себе думает, может, и не поможет вот так. Пусть смотрят пенсии, пусть смотрят зарплаты. Вопросами о нашей жизни. Поближе быть с людьми, я так думаю, и прислушиваться к людям. Проблемами города, проблемами жителей. Особенно, наверное, детские сады тяжело, вот, допустим, попасть детям, школ. Ихное дело решать проблемы тех, кто их выбрал. Проблемами самого района, там, дорогами, жильем. Воплощать в жизнь мечты своих избирателей. Чистотой, красотой, нашим благополучием. Облагораживать город, дороги, чтобы хорошие были, чтобы людям хорошо жилось. Не забывать предвыборные обещания. Депутат – это народный избранник. Об устройстве того региона, за который он избирается, от которого, и с людьми быть связан. А так это бесполезно все. Вот пусть проедет вот туда, в конец Октябрьской, там метров 250 не заасфальтировано до сих пор. Вот такие лужи стоят, когда дождь идет. Вот депутату чем надо заниматься. Он там и должен в Верховном или районном совете заниматься именно делами народа. И должен быть честным человеком для народа, вот таким, какой и я. Я знаю, чем мы должны заниматься, все жители. Мы должны контролировать работу своих депутатов. Мы должны знать, кто депутат, и какие вопросы он поднимает, и как он за них голосует. Это мы должны все знать. Это написано в Конституции Республики Беларусь. Но мы, к сожалению, основной закон не хотим соблюдать. Для своего города Гомеля, в первую очередь, я бы, наверное, обратила внимание, что для детей нужны такие центры, куда бы вот ребенок мог прийти и побыть вместе с родителями, провести время. Чтобы людям нормально жилось, чтобы зарплаты, их пенсии поднять. Вот это бы я... Я сама пенсионерка, так поэтому у меня такая проблема тоже. Маленькую пенсию получаю, приходится вот подрабатывать ходить. У нас, конечно, проблема с работой. Это первая проблема. И, наверное, это депутаты... Я бы одна эту проблему не решила. Коммунальное хозяйство, да? Службы по ремонту, капитальный ремонт, трубы и все прочее. Дороги. Наверное, бы занималась бы проблемами молодежи, в первую очередь детей. Так как я работаю в бюджетных организациях, вот, наверное, как-то депутаты должны заботиться о зарплате наших медицинских работников, учителей, досуг наших школьников. Вообще проблем много. Чому не обыякивает в этой теме звезда? Вы ведаете, что на протягу апошних 12 годов в межах газеты «Звезда» выходит наш проект «Мясцовое самокіраванне». У гэтым годзе мы вышли у новый формат выдания «Мясцовое самокіраванне». Нам выходит штотыднёва на газетной паперы повышенной якости. В ближайшей перспективе мы будем выходить з шыткам, і таму вы бачыце ўжо хуткім часе новае мясцовае самакіраванне, і таму нам вельмі цікава слухаць ад вас, шановні калегі,
ваш пункт гледжання, яким повинна бути преса, як яна повинна писати про місцеве самокерування, і як виглядає ми були вельми вдячні за добрі поради, наш додаток до звезды місцеве самокерування. Все ждут, что депутат должен им помочь дорогу сделать, должен устроить детскую площадку и так далее. Конечно, я думаю, депутат этим должен заниматься, если этот вопрос не решается организациями, которые должны это делать. Почему-то никто из респондентов не сказал, что он обращался в ЖЭУ, в ЖКХ, в дорожную организацию или еще куда-то, там ему ничего не ответили, ему не сделали, и он пошел к депутату. И мое, наверное, твердое убеждение все-таки, да, это одна из слагающих деятельности депутата местного совета, но все-таки, конечно, это не тот уровень депутата Палаты представителей или Совета Республики, члена Совета Республики, но все-таки основная деятельность это законотворчество на местном уровне. И, понимаете, наверное, когда мы говорим о депутатах местных советов, то, ну, наверное, сельские люди думают, что это их не сельские депутаты. Мало кто, наверное, знает, что есть все-таки 3 уровня местных советов. И я думаю, что, конечно, наиболее действенный уровень это все-таки базовый, это районный уровень, потому что, ну, скажем честно, положа руку на сердце, что первичный уровень депутатов, это сельский совет, конечно, ну, далеко он не готов решать какие-то там проблемы, наверное, из-за урезанности сельского бюджета, хотя это люди, которые наиболее близки со своими избирателями на своем уровне. Ну, областные депутаты, да, они как-то больше растворились на территории своей области, в своих больших округах, и все-таки, наверное, вот основная роль, связующая между органами власти, какими-то организациями и избирателями, это все-таки депутаты районного совета. Речь идет о том, что народ требует, он вас и нас избрал. И мы должны в какой-то степени удовлетворять потребности того населения, которое нам доверили. Если уж брать источник решения этих вопросов, то каждый депутат имеет полное право вносить соответствующие вопросы по решению главных направлений, которые там волнуют конкретного человека, на соответствующий уровень. Прежде всего, это сессия. Сессия сельского совета, районного совета, областного совета и так далее. Ведь ни один орган, кроме сессии, не утверждает все программы социально-экономического развития. Это основа деятельности любого совета, никто другой. И эти полномочия мы никому не передаем. И, наверное, зависит от того, насколько мы грамотно будем формировать эту программу социально-экономического развития, насколько мы остро будем обозначать те проблемы, которые есть в том или ином регионе, в том или ином селе или городе. От этого будет зависеть решение этого вопроса. Второе. Мы с вами формируем бюджет. Мы с вами его утверждаем. И доходную часть, и расходную часть. Поэтому, если сегодня у человека нет возможности напиться воды, нормально подъехать к дому, решить какие-то вопросы с безопасностью ребенка и так далее, кто должен в первую очередь поднять проблему на государственный уровень? Конечно, депутат. Конечно, депутат. Ну что скрывать, ведь наш сегодняшний разговор, он не случайный. Мы взяли вот и решили собраться. Мы должны сегодня каким-то образом вырабатывать соответствующие подходы к решению этих проблем. Потому что о власти, о государстве, об управлении, как говорится, на 2/3 судит, а как решаются вопросы на местах.
хорошо они решаются или плохо. И от этого ценит власть. Конечно, много зависит от личности депутата. Здесь тоже надо отдать объективно этому вопросу. Как пример, вот у меня в округе есть поликлиника. Построена была к Олимпиаде 80. За это время ни разу не ремонтировалась. 2 главврача бились для того, чтобы поставить на капитальный ремонт. 6 месяцев потратил, дошел до вице-премьера, добился, и деньги в бюджете нашли, и все остальное, и в министерство ходил. Вот сейчас вторая очередь, первая очередь сдана, вторая очередь ремонтирует. Конечно, врачи в этом плане признательны и знают об этом депутат. Другой пример тоже из жизни вот своей конкретной работы. Мне тяжело говорить за всех. У нас на Червяковой улице есть дом, где жило 5 героев Советского Союза. Таких домов в республике я больше не знаю. И когда меня в 2010 году избрали, ветераны пришли и обратились: Георгий, нужно сделать так, чтобы вот была памятная доска. Мне потребовалось порядка 8 месяцев дойти до председателя горосполкома, тогда вот был Ладоська. Он говорил: иди делай. Управление культуры с архитектором, все, и к дню города мы это дело сделаем. Вы знаете что, вот к депутату люди приходят не с радостью. Я ни одного за вот 7 лет работы не видел, что пришел и сказал: слушай, у меня такая радость, хочу с тобой поделиться. Всегда идут с бедой, с проблемой. И это нужно еще и психологически быть готовым просто выслушать, попробовать понять, встать на позицию того, кто к тебе обратился, найти способ решения этой проблемы. Ну а в семейные дела, вы знаете, очень тяжело влазить иногда. А и такие есть. Поэтому все, что касается, вот говорили здесь, срез был на ролике, конечно, я в этом плане согласен с теми, кто обращается. Но я и здесь готов сказать, что правильно вот говорил коллега: хочешь знать, будешь знать, не хочешь знать, ну, извини, твои проблемы. Как говорится, живем вместе, а умираем в одиночку. Поэтому здесь нужно конкретно и вот нам вместе со средствами массовой информации больше рассказывать, наверное, о местном самоуправлении, рассказывать об общественном самоуправлении, того, что делает, я говорю, в Минске. И тогда люди постепенно начинают привыкать. Все мы переживаем за статус органов местного самоуправления, за их имидж, за их авторитет у людей. И с моей точки зрения, чтобы поднять вот статус органов местного самоуправления, конечно, бюджета никогда не хватит, правильно сказал Александр Владимирович. И мы ориентируемся на опыт наших соседей, Литвы, Польши, других стран, где тоже бюджеты, и Леонид Александрович анализировал бюджеты местных территорий Европы и наши, и они практически так могут сопоставимы. Но самое главное, чем занимаются органы местного самоуправления там, это поиском внебюджетных средств. Там все занимаются так называемой проектной грантовой деятельностью. Наши сельские советы, наши районные советы еще только как бы в начале этого пути подключились к этой теме совершенно недавно. Участвуют в прооновских проектах, участвуют в проектах трансграничного сотрудничества. И вы приедете в тот сельский совет, который поучаствовал в этом, который выиграл этот грант, пускай он небольшой, там 10, 20, 30 тысяч долларов, но эти деньги пошли на благоустройство, на улучшение уличного освещения, на ремонт какого-то социального объекта. И не надо больше агитировать этих людей, они будут знать этого депутата, они будут знать председателя сельского совета или сельисполкома, что этот человек своим трудом, своей инициативой добился выделения этих средств. Так поступают и наши соседи. И когда приходит выборная кампания, у них очередная, анализ идет, что конкретно депутат или руководитель местной администрации привез на свою территорию. Поэтому я полностью согласен с тезисом, который тоже был здесь уже сегодня озвучен, что мы пришло то время, у нас страна стоит мощно, крепко на ногах, хорошая вертикаль создана. Мы пришли к тому периоду, что мы можем заниматься децентрализацией и приданием большей автономии органов местного самоуправления на местах. Оценку депутату должен давать избиратель. Потому что именно народ, именно люди отдают свой голос за депутатов. Что значит отдать свой голос? Это значит сделать вывод, что именно этот человек является авторитетным. И он, именно этот человек, может озвучить проблемы, может поднять эти проблемы и сделать все возможное, чтобы эти проблемы решить.
Поэтому, конечно, мое мнение, что депутат в первую очередь должен быть неравнодушным человеком. Он должен научиться жить проблемами людей своего округа. Он должен научиться пропускать эту проблему через себя, переживать ее точно так же, как человек, как избиратель, который эту проблему озвучивает. Мое глубокое убеждение, что должна быть обратная связь с депутатом, для того, чтобы более оперативно и мобильно решать те проблемы, которые волнуют сегодня людей на местах. Также глубоко убеждена в том, что если человек сначала проблему, которая его волнует, озвучит своему депутату, вернее не если, а когда он будет в первую очередь озвучивать депутату эту проблему, то у нас станет намного меньше жалоб и обращений от наших людей, которые поступают в исполнительный комитет, в ЖКХ, в организации здравоохранения и так далее. Именно человек, и мы должны приучить людей идти сначала к депутату, идти со своей проблемой. Да, правильно вы говорите, что человек не идет с хорошим. В лучшем случае мы можем только услышать спасибо за то, что помогли в решении какой-то проблемы. Человек несет нам свою боль, свою беду, свою проблему. Неважно, какого это уровня проблема. Либо там связано со строительством жилья, с кредитом, с тем, что нету этого жилья, что дорога плохая. Еще там много проблем, которые человек озвучивает. Но депутат должен услышать и, не давая излишних обещаний, конечно, приложить все усилия, приложить свою компетентность, грамотность, свою личную заинтересованность и компетенцию своего статуса депутата местного совета, поднять эту проблему на сессии, озвучить ее перед исполнительной властью и, по возможности, эту проблему решить. Сегодня обсуждается очень важнейшая тема. Вот важнейшая она и для сферы информации. Потому что когда мы говорим о конечном результате нашего информационного труда, эта задача, она укладывается вот как раз в те тезисы и постулаты. Конечный результат деятельности депутата, парламентария, всей исполнительной, законодательной власти, улучшение жизни нашего населения, реализация социально-экономической программы. И для того, чтобы мир, спокойствие, для того, чтобы у нас была динамично развивающаяся, современная страна, где каждому уютно, где молодежь имеет перспективы, где старики в почете. И, собственно, вот эта политика, которая сегодня проводится в стране, на это нацелена. Отношение к тому или иному вопросу через местную власть, оно должно быть четким и понятным. Обратились люди, значит, должна быть вот настолько проведена работа, чтобы человек не почувствовал, что он неинтересен. Будь то депутату, будь то любому другому должностному, избранному или назначенному лицу. И средства массовой информации. Когда мы говорим, уважаемый Александр Андреевич, вот про то, что сегодня наша с вами общая забота вот из этого проекта, который было оказано такое доверие издательскому дому «Звезда», тогда это просто редакция газеты «Звезда», создать такой вот проект. Давайте вместе тоже думать, как вырастить такую газету. Газету надо вырастить. Вырастить через профессионализм журналиста, через углубленное понимание вот этой темы. Но я согласна, что недостаточно одной газеты. Это должна быть тема в эпицентре внимания всех общественно-политических изданий. Для того, чтобы вот, все работало эффективно, нужен глубокий вот такой анализ и такое действительно заинтересованное рассмотрение. На примере опыта лучших и тех проблем, которые мы видим, те, кто читают газеты, и политики, и те, кто живет там, простые граждане, и избранные депутаты, давайте поделимся этим опытом, и чтобы средства массовой информации более эффективно влияли на реализацию задач, которые сегодня есть у наших постоянных комиссий профильных, в целом у нашей законодательной ветви власти. В меняющемся мире и средства массовой информации
должны быть легки на подъем и не на словах, а на деле, и видеть эти перемены, и сами демонстрировать возможность меняться в лучшую сторону для более эффективной работы. А наш результат эффективной работы – это вот влияние, и, как мы, лозунг, такой девиз выставки, нам доверяют. Вот доверие к прессе, доверие к власти, доверие к депутату, доверие просто и создание среды доверия такой, когда мы бы понимали, что у нас вот есть конкретный регион, и там у нас все механизмы работают. И они работают так, что нам любо-дорого всем посмотреть и туда заехать в гости и на дожинки, и на юбилей, и на праздник. И если проблемы, то, как говорится, всем миром где-то понимать, как можно с этими проблемами работать. Поэтому я искренне и сердечно вот благодарю за такой разговор, за приглашение в министерство к этому разговору. И просто вот просила бы откликнуться на нашу такую уже подготовленную инициативу, вместе посмотреть с нашими парламентариями, с участием вот, и вас, уважаемый Александр Ильич, вот этого вопроса. Работа региональных средств массовой информации.